паралич табылырга мөмкин. Ауру хәбәр итә. Доктор Оста деп аланырга вакыт җитте. Яңа технологиялар ярдәмендә доктор Оста бу серләр эзсез югала. Хәрәкәт яхшыра, сызланулар кими. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәк сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак. Температура көндез 13-15 градус җылы. Җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 741 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз. Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Приветствую также наших экспертов в студии. Но прежде чем их представить, обозначу темы программы. Итак, IT-сфера тоже столкнулась с масштабными ограничениями в условиях санкций. Один из экспертов нашей студии в одном из интервью произнес такую фразу. Он потом расскажет, чья она была. Но я должна процитировать. IT-сфера в условиях санкций – это похоже на прыжок со скалы с инструкцией по сборке крыльев. Правда, прыгать ты не собирался. Об этом говорил наш эксперт в студии. Сегодня представляю сейчас всех наших экспертов и обсуждаем с ними эту тему – IT-сфера в условиях санкций. Итак, наши гости Альберт Валерьевич Яковлев, заместитель министра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть Рената Азатовича Халимова, генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис». Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Сергеевич Борисов, директор технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк». Добрый вечер. Еще раз приветствуем. Тимур Сергеевич Кайданный, руководитель комитета по инновациям ICL Service. Ну, и там достаточно много очень хороших, замечательных. Победитель федерального конкурса управленцев «Лидер России 2020», модератор программы управления цифровой трансформацией в Сколково. Все верно? Да. Добрый вечер. И Булат Тайнурович Ганиев, соучредитель группы компании «Технократия». Привет. Итак, гости представлены. Напоминаю телезрителям и гостям тоже, что мы работаем в прямом эфире. Нас можно смотреть в прямом эфире в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Мы работаем в прямом эфире, поэтому можно голосовать нашим экспертам и выражать свою точку зрения кнопками на пульте. Красный категорически согласен, не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Предлагаю начать обсуждение с результатов соцопроса. На этой неделе мы ее проводили в наших социальных сетях, задали, ну, что спросить у простых жителей, которые не совсем сталкивались, наверное, с IT-сферой и не представляют, наверное, в полной мере, нужно ли поддерживать IT-сферу тем особенным образом, о тех мерах поддержки, которые сегодня уже работают, да, в стране. И вот как распределились голоса. 50% опрошенных считают, что да, это будущее страны, эту сферу нужно поддерживать особенно крепко. 41% считают, что нужно поддерживать всех одинаково. 9% говорят о том, что все равно лучше IT-специалисты уедут. Тему «уедут» и «оттока» мы тоже сегодня обсудим. Я бы хотела, кто и как прокомментирует вот результаты, ну, такого небольшого опроса, но все-таки срез мнений есть. Тимур. Можно начну, с вашего позволения? Да. Светлана, смотрите, поддерживать точно надо, но моя позиция стоит в следующем, что само по себе IT без реального сектора не нужно. И если в реальном секторе нет понимания, как это IT применять, если условно промышленность, логистику и прочие сектора экономики не научить пользоваться нами IT-компаниями, то попытка реализовать такие меры поддержки сродни раздаче денег с вертолета, как говорил господин Бернамке. Ничем хорошим в длинной перспективе это не закончится. Спасибо, интересная позиция. Булат? И на самом деле я согласен с позицией, потому что вот есть хороший пример Индии, которая в свое время пыталась проскочить этапы там, сельскохозяйственные, индустриальные какие-то в своем развитии, типа хотели построить сразу некую сервисную экономику аутсорсинговую. Сейчас, наверное, Индия — это действительно один из мировых лидеров в области IT-аутсорсинга. Это дало свои плоды определенные в образовании, но доля
IT-сектор Индии — это 1% ВВП. Ну, то есть даже с индийским масштабом. То есть, мне кажется, я согласен, что IT работает как катализатор, то есть когда у тебя есть реальный сегмент, когда есть, который помогает быть этому сегменту более конкурентоспособным, эффективным, но IT не существует в вакууме. То есть очень мало IT-компаний, которые существуют чисто в интеллектуальном пространстве, да, то есть это какие-то, наверное, наукоемкие такие сферы обработки данных, да, но IT не существует в вакууме, поэтому надо поддерживать одновременно всех, спасая только IT-экономику не спасешь. Альберт Валерьевич, Александр, я так вот просто выбираю. Ну, давайте могу я. Да, давайте. Как раз коллеги сказали о том, что не существует IT-вакууме. С другой стороны, я понимаю, почему введены эти меры поддержки, потому что убегает из страны, наверное, в первую очередь IT. И все эти области, окей, они функционируют, все эти области фактически может развивать айтишник. И если айтишник убегает, то развивать некому. Другое дело про сами меры, насколько они эффективны, да, и вот этого ли ждали люди, это другой вопрос. Но, наверное, здесь и то, что вы говорите, да, что нужно приземлять IT на реальный сектор, нужно, но и да, нужно IT даже не то, что поддерживать, да, нужно понимать, как с одной стороны удерживать, как с другой стороны наращивать сейчас конкурентное преимущество в ситуации, когда с российского рынка многие айтишные продукты просто ушли. То есть их просто сейчас нету, и надо чем-то замещать их. Ну и поэтому в числе мер поддержки, которые мы потом будем обсуждать, там в большей степени касающиеся непосредственно специалистов, кадрового как раз состава. Да, Альберт Валерьевич, как бы вы Безусловно, прокомментировали? внимание к IT необходимо проявлять, потому что IT — это динамично развивающаяся отрасль, и сегодня мы знаем, что IT, первое, помогает экономике становиться более эффективной, и IT — это новые источники развития как и региона, так и страны в целом. Поэтому здесь есть, как говорится, новая нефть, опять же, IT. Новая нефть, так. Еще не слышала, Дарина, это как бы вы... Ну, однозначно надо поддерживать, и мне кажется, просто на всех средств не хватит. И здесь правительство правильно приоритизирует просто те направления, где меры поддержки нужны, хотя они есть и в реальном секторе, да, льготное кредитование, Сегодня они почти везде. То есть вы считаете, что приоритеты не расставлены? Так или иначе поддерживаются тоже. Но здесь вот Саша правильно отметил, что завод тяжело перенести из России в другую страну. Так же, как и там сотни рабочих, которые там есть. Поэтому меры поддержки нужны, но в отличие от айтишников, они здесь, и как бы, ну, с подводной лодки не уйдешь. А говоря об айтишниках, это все-таки очень легкие на подъем люди. То есть вот Очень легкие. им проще всего уехать, потому что любой айтишник грамотный, он знает точно хорошо технический английский. А как бы, ну, по сути, программист, он и в Африке программист. То есть он может легко релоцироваться в любую точку. Ну, мне, например, будет сложнее, там, или другим здесь участникам, потому что так или иначе у них привязка там, либо к госорганам, либо к каким-то клиентам здесь на территории Российской Федерации. А что такое программист? Вот сегодня здесь, завтра, соответственно, он получил предложение, работая здесь, значит, трудоустроенным быть где-то там в Европе. Он может удаленно работать совершенно спокойно. Ему предложили уехать. Он легко уедет. Тем более сейчас мы же видим, что происходит. Страны, западные страны, да, они наоборот начинают упрощать законодательство для того, чтобы иммиграционное законодательство, чтобы наши айтишники могли проще туда уезжать. Мы видим это по примеру Штатов. Потому что они понимают, что этих ребят быстрее всего вытащить. И это все-таки наше там, интеллектуальное ядро. Вот. Потому что, ну, во-первых, возрастить хорошего айтишника очень сложно, это там, долгий процесс. Во-вторых, у нас их мало. Вот, я думаю, коллега с Минцифры меня поддержит, Альберт, что у нас, по большому счету, почти больше миллиона человек дефицит айтишников. Больше Миллион? Ну, вот разные цифры, но по нашей статистике больше миллиона айтишников у нас не хватает. И мы сейчас являемся при этом еще и страной-донором по отношению к другим странам. То есть у нас больше айтишников уезжают, чем к нам приезжают. И поэтому здесь, вот, в таких условиях, это то, что отличает IT-отрасль от сельского хозяйства, там, от промышленности и так далее. Совершенно верно, что IT-отрасль идет в приоритете. Я ни в коем случае не говорю, что не надо поддерживать реальный сектор. Абсолютно нужно. Да? Это действительно взаимосвязанные процессы. Так же, как и сельское хозяйство, там, и любую другую промышленную сферу, и фармацевтику, там, медицину, здравоохранение и так далее. Но надо понимать, что в текущих условиях быстрее всего мы можем потерять айтишников. Быстрее всего. И это наблюдается, и мы это видим по новостям, по сводкам, то, что происходит, да, что люди уезжают. И самое печальное, что
Этим пользуются сейчас страны-реципиенты, потому что на самом деле дефицит айтишников, он во всех странах есть. Всем они нужны. В Штатах это больше 3,5 миллионов, там, ну, как пример. Да? И вот здесь наша задача минимум удержать тех, кто у нас здесь есть, и создать те условия, при которых они бы не захотели выезжать. Да? Это должны быть лучшие условия, как минимум в стране, в СНГ, а задачу максимум еще стать страной реципиентов, чтобы к нам приезжали. То есть у нас должны быть такие условия, меры поддержки IT-бизнеса, чтобы как минимум со стран СНГ, близлежащих стран, к нам был приток. Поэтому... Просто столько лет мы никак не могли создать, и вот сейчас за несколько месяцев, я думаю, тоже это не получится. Долгосрочная перспектива. Давайте попробуем сейчас прийти к тому, 2,5 месяца примерно мы живем в определенных условиях. В какой ситуации сейчас оказались условно ваши компании? Самые большие проблемы, с которыми столкнулись, самые большие, наверное, может быть, наоборот, плюсы, которые появились после введения санкций. То есть вот что происходит сейчас в ваших компаниях на данный момент? Тимур первый сегодня. Не будем отходить от традиции. Ну, смотрите, если говорить про возможности, вы об этом сказали, это в первую очередь уход огромного количества игроков западных, который обнажил, по сути, огромное количество ниш, куда можно, ну, то есть просто заходи и делай. Надо сделать. Само собой есть, где-то есть заделы, где-то заделов нет. Это приятная сторона. Само собой есть неприятная сторона, так или иначе, опять же, чистая разработка не существует, она всегда живет поверх какого-то инфраструктурного слоя. С инфраструктурным слоем в нашей стране создали определенные сложности. И с этой стороны, ну, действительно есть проблемы. Вопросы логистики — это то, что надо решать. Здесь, на самом деле, огромная и большая надежда возлагается на наши государственные органы с точки зрения помощи, как мне кажется, которая, возможно, была бы именно с вопросами логистики, каких-то параллельных вещей. Спасибо большое за возможность параллельного импорта. Пока непонятно, как это будет работать, но точно как-то будет. Как-то же оно работало. Если переходить к кадровому вопросу, да, есть люди, те, кто уезжает, однако, опять же, моя позиция здесь состоит совершенно в другом. Дайте людям работу, интересную работу, они будут ее работать, неважно откуда. Точно так же, как наши сотрудники, наши айтишники, еще вчера удаленно могли работать на какой-нибудь условный Google, что им мешает завтра, сидя где-нибудь в Армении, в Грузии, в Сербии, в Западной Европе, в Соединенных Штатах, кто им мешает работать на условный Сибур, на условную Татнефть, если там есть интересные проекты, если эти проекты достойно оплачиваются. Не мешает никто. Вопрос именно в том, что этих проектов не так много. То есть вот в этом как раз главная проблема. Да, я возвращаюсь к своему изначальному тезису о том, что проекты, открываемые реальным сектором, тот самый, то есть, как сказать, деньги, они все так или иначе не существуют, опять же, сами по себе. Они являются следствием товарного обмена и являются, как сказать, сопутствующим звеном. И если появляются какие-то новые способы хозяйствования, если появляется возможность резко увеличить эффективность способа хозяйствования, тем самым высвободить, например, огромный денежный поток, то есть то, что раньше было спрятано в неэффективности производства путем внедрения некоторого количества цифровых инструментов, то есть эта неэффективность уничтожается, появляется огромное количество свободных денег, ничто не мешает этими деньгами делиться. Собственно говоря, примерно так цифровая трансформация работает. Достаем неэффективность, получаем огромное количество денег, в какой-то пропорции делимся с исполнителем и с бенефициарами. Все, да? Хорошо, мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Yaz sələmi, nazlı jırlardan, dərtli büyülərdən tüzülgən sur konsert. 17 may Şiləbə, 18 may Yekaterinburg, 19 may Tümen şəhərlərində qastroldə Rizide Şərəfiyeva, Rüstəm Zakirov, Leysən Mahmutova, Rüstəm Asayev, həm Qazan bir ansamblı başlana 19 saatdə.
Древний город Булгар. Перед вами памятник архитектуры времен Золотой Орды. Соборная мечеть. Она была построена из белого известняка с берегов Волги в XIII веке. Скатную крышу поддерживали 36 многогранных колонн. Одна из них сохранилась до наших дней. Соборная мечеть вмещала более 1000 молящихся. Но даже в наши дни здесь совершается коллективная молитва верующих. Так, продолжаем обсуждать состояние IT-отрасли в условиях, IT-сферы в условиях санкций. Тимур Кайдан тут нам замечательно поделил деньги, распределил процесс эффективности и неэффективности. Александр, как я поняла, что-то... Есть что дополнить? Возразить. Не возразить, наверное, дополнить. Да? Мы много говорим о том, что вот у нас есть неэффективность, из нее можно извлечь деньги и их направить айтишникам что-то сделать. Но на самом деле вот я вижу чаще не то, что айтишников не хватает, а то, что айтишников используют неправильно. И когда мы просто вот эти деньги вливаем и говорим, мы нанимаем 100 программистов, мы нанимаем 1000 программистов. 1000 программистов, когда их сажаешь в традиционный процесс и говоришь, что это вам не agile, это вам не бирюзовая организация, да, у нас тут принято так. Вот копать от забора до обеда. И айтишник, получается, квалифицированный, дорогой, занимается не тем, чем нужно. И мне видится, что вот у нас здесь есть сложности, там дальше Булатчи, может быть, дополнит, да, мы очень часто не умеем работать с айтишниками. И вот я вижу в этом главную, наверное, главную проблему. И опять же, интересные проекты. Интересных проектов не появляется потому, что айтишник приходит, ему говорят, а у нас вот такие процессы, так принято. Айтишнику это неинтересно, он уходит куда-нибудь там в тот же Google, да, потому что там выстроены процессы. Вот мне кажется, вот на это нужно прям обратить внимание. Хорошо. Булат, в какой ситуации оказалась компания? Что, скажем так, напрягает более всего? Какие процессы были нарушены, либо наоборот, что-то пошло вперед? Ну, я бы, наверное, вот высказался непосредственно про инвестиционную деятельность, потому что мы только-только вот начинали ее разворачивать, структурировали фонд российско-американский, и надо понимать, что просто любая IT-компания в мире, она стремится на западный рынок, потому что, в принципе, вот если взять 100% мирового рынка IT, 60% это Америка, 30% это Китай, 10% из которых 4 это Россия и Европа вместе взяты, чтобы понимать разбег. На китайский рынок попасть примерно невозможно, потому что очень сильная протекционистская политика, остаются западные рынки. То есть и весь структурированный капитал, венчурный, то есть там, где люди умеют структурировать сделки, вкладывать деньги, это западный рынок. То есть когда российские компании отрезаются от этого рынка, то есть, непонятно, чем дофинансировать, потому что внутри страны у нас не созданы институты венчурного инвестирования, не готова правовая база под это, то есть не очень понятно, как вообще такие сделки проводить, поддерживать компании. В принципе, до этого не было какого-то российского IT. То есть все российские известные IT-компании, они были структурированы за рубежом, но они держали офисы здесь. И была надежда, что в этих офисах будут рождаться новые молодые ребята, которые будут запускать здесь эти компании. Оно, в принципе, происходило. Трагедия в том, что теперь эти компании и офисы отсюда будут увозить, такие как JetBrains там, и остальные. То есть, этот процесс начнется миграции R&D офисов, которые будут перевозить в другие страны. Я вижу самую большую трагедию в том, что отрезаются от рынка такого умного капитала, я бы сказал. То есть деньги есть в других регионах, но именно западный сегмент, он умел работать с IT-рынком и умел выращивать большие IT-компании. То есть это самая большая проблема, с которой сейчас столкнулась ваша компания. А из плюсов что-то есть? Ну, конечно, то, что, в принципе, перечислили уже, да, то есть любой такой изоляционизм, да, если он не превратится в изоляционизм, превратится в разумный протекционизм, он даст почву для того, чтобы на какие-то ниши заняли местные компании, выросли. Тут ключевой вопрос в том, что получится ли создать стимулы, чтобы они дальше экспортировали куда-то кроме России. Потому что только в рамках России сложно построить большую IT-компанию. Любые большие IT-компании — это мировые компании, то есть они продаются куда-то помимо нашей страны, да, то есть вот если получится экспортно ориентированную повестку построить, тогда как бы может получиться то, что те компании, которые выросли, замещая сейчас ушедшие компании, могут стать действительно там большими компаниями мировыми. Но это, как говорится, время покажет. Хорошо, спасибо, Ренат. А что у вас? Так получилось традиционно, что в Иннополисе почти все компании, 97%, это российские компании. Изначально фокус Иннополиса был на российских разработчиков.
и именно разработчиков. У нас практически нет оттока, то есть менее 1,5% компаний ушло, и там порядка пару десятков человек, которые уехали, и вот со всеми, с кем мы разговаривали, там, при геополитической обстановке нормально, они готовы возвращаться. Поэтому такого тока массового совершенно нет. Основные решения все эмоциональные. И, конечно, вот это история, которая показывает, что если сейчас государство, правительство правильный курс возьмет, то все люди будут возвращаться. Я абсолютно согласен с Булатом в части того, что и всегда сам об этом говорю, что мало делать импортозамещения. У нас много импортозамещающих продуктов, там из 300 компаний больше 50 это аналоги зарубежных. И вот у них сейчас прям взрывной рост, вот, они на коне, у них много заказчиков, и, соответственно, они как раз, те компании западные, которые шли, они вот этих кадровых специалистов там максимально к себе набирают. А другое дело, что 140 миллионов человек — это мало, как рынок, да, и поэтому важно выходить на экспортную историю, чтобы продукты были конкурентоспособны на мировом рынке. И капитал здесь ключевой, поэтому вот единственное, чего сейчас не хватает, на мой взгляд, у нас в стране, у нас прекрасные условия инфраструктурные, прекрасные офисы, IT-парки, иннополисы, там меры поддержки сейчас великолепные. Это такое в этом пазле именно звено венчурного финансирования. И правильно было сказано, что оно должно быть умное, не просто деньги, это должны быть правильные деньги, которые будут подсказывать, делать правильные советы и правильно помогать компании расти. И вот здесь плюс половина стран мировых, допустим, они нам не могут быть партнерами, но есть другая половина стран, где мы потенциально можем экспортировать свои продукты. Африка, Юго-Восточная Азия. И у нас уже есть компании, которые в Африке активно продают. Компания «Мой офис» — это аналог Microsoft Office. Вот эти истории надо прям сильно-сильно поддерживать на уровне государства. Вот это даст толчок и развитие всему остальному кластеру. И мы тогда будем там не в числе 4%, о которых Влад говорил, у нас будет рост. Ну, сколько будет? Хорошо, при самом позитивном вот таком раскладе. На мой взгляд, если сейчас мы правильный вектор возьмем, а то, что сейчас правительство делает, на мой взгляд, во многом это очень правильные вещи. Вы до этого говорили, почему раньше не делали. Так у нас довелось, пока что-то не случится, мы начинаем, то я считаю, что в перспективе 5-7 лет мы можем очень на достойные цифры выйти и сделать 5-7 лет мы можем сделать крутые компании, которые будут делать продукты конкурентоспособные на мировых рынках. Александр, вы возражали или мне это случайно было? Нет, я как раз наоборот синий, то, что я поддерживал, да, и я согласен, то, что можно, но тут прям очень много чего должно сложиться, очень много чего нужно сделать для этого еще, то есть то, что сейчас, все равно недостаточно. Ну хорошо, как изменился ландшафт IT-парка за вот эти 2,5 месяца? На самом деле у нас тоже нет такого прям массового какого-то оттока, более того, у нас компании, как мы скорее продолжаем компании большие от себя провожать куда-то во взрослое плавание, компании маленькие себя принимать. Больше стало компаний, которые ориентированы как раз на замещение какой-то бывшей импортной разработки. Больше стала конкуренция за кадры, за тех специалистов, которые решили уехать. Более того, у нас есть уже первые кейсы, когда ребята там первой волной уехали, а потом решили, что, в принципе, почему бы и не вернуться, и возвращаются. То есть нету каких-то прям вот таких упаднических настроений, но я бы сказал о том, что вот то, что я уже говорил, да, мало там дать ипотеку, мало дать там какую-то, не знаю, какие-то возможности айтишнику, надо перестроить сам подход к тому, как здесь делаются продукты, как здесь делаются компании. Это и то, что Влад говорил, венчурный капитал, да, и то, о чем я до этого говорил, это сама система управления. Не разбрасывать деньги из воздуха, да. О чем мы тоже говорили. Альберт Валерьевич, как представитель Минцифры, да, в этой ситуации, как замминистра, вот как изменилась сама отрасль за 2,5 месяца? О чем можно говорить? Я бы подошел к вопросу немножко по-другому. Российская Федерация уже с 2019 года активно реализует проект «Цифровая экономика». И этот проект состоит из 5 частей. Это цифровая информационная инфраструктура, это кадры для цифровой экономики, это цифровые технологии, это информационная безопасность. И все эти проекты уже активно внедряются во всех регионах, уже большие результаты достигнуты. Понятно, они, наверное, помогли более-менее безболезненно войти. Хочу сказать, что основным условием реализации этих проектов было использование отечественного оборудования, отечественного программного обеспечения и обучение наших специалистов программированию, повышение цифровых компетенций у широкого круга специалистов компаний, которые уже при внедрении
цифровых технологий, скажем так, меняют сферу деятельности. Вот эта работа уже была начата давно. И сейчас фактически с 2021 года ведется работа по дальнейшему ускорению развития цифрового, стимулированию компаний по разработке отечественного программного обеспечения, стимулированию компаний по использованию отечественного программного обеспечения и ускорение, повышение количества мест в вузах по обучению уже специалистов, программистов. Ну, это в целом такая долгосрочная перспектива, такая длительная работа и так далее. За 2,5 месяца, Альберт Валерьевич, что произошло? Вот ушли, уехали, пропали, появились, открылись. ICL тут заявляется, уже пересаживает нас всех на отечественный софт и так далее, и так далее. Что происходит? Эта ситуация заставила всех задуматься. Она не является какой-то критической, но в любом случае люди оперативно подобрали себе альтернативное программное обеспечение, сделали определенные выводы для себя, какое возможно использовать, может быть, зарубежное программное обеспечение, какое нельзя его использовать, и уже сейчас строят планы по внедрению отечественного программного обеспечения. Это очень хорошо, потому что тем самым идет реализация программных продуктов отечественной разработки, идет процесс внедрения. Все эти процессы, они поддерживаются государством, и на это есть гранты, которые уже правительством выделяются. Да. Альберт Валерьевич, просто про логистику говорили. Какие-то движения есть вот в этом направлении? Логистика с логистикой вот появляются? Какая-то помощь будет? От органов власти, я так понимаю, мы ждем? Там скорее некоторое содействие. Так, хорошо, Понятно, будет содействие? Вообще какие-то есть движения в этом направлении? Абсолютно верно, да. Ведется изучение проблемных вопросов, какие возникают как и у IT-компаний, так и промышленных компаний по замещению программных продуктов или поставке программных продуктов или оборудования какого-то. И эти все проблемы анализируются уже на уровне правительства и вводятся необходимые законодательные акты для решения этих вопросов. Хорошо, я надеюсь, что действительно содействие будет. Это еще обсудим. Сейчас мы переключаемся на новости Татарстана, потом продолжим во второй части. Всего доброго, не переключайся. Живая память на ТНВ в программе «Каравай». Группа охранных организаций «Застава» приглашает на работу. Объекты по всему Татарстану. Стабильная зарплата, питание, хороший соцпакет. 5 100 946. Памятники, транспорт, помощь в проведении похорон, ритуальные услуги от А до Я. Похоронный дом «Ладья», 225 96 66, круглосуточно. Квартиры почти в рассрочку. Переплата на весь период всего 91 тысяча рублей за 30 лет. Акбарс дом. Дом там, где мы. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Весь мир в одной газете. Читайте «Казанские ведомости». КТ легких. Низкодозовый протокол за 1900 рублей. Телефон в Казани 205 205 0. 205 205 0. Посмотрели все, что хотели по телекарте? А теперь подключайте ОККО и смотрите более 90 тысяч фильмов и сериалов. А также получайте 25% кэшбэка на оплату дополнительных пакетов спутникового ТВ «Телекарта». Подробности акции на телекарта.тв. А первый месяц ОККО абоненты телекарты смотрят бесплатно. Древний город Булгар. Соборная мечеть XIII века. Ее руины бережно отреставрированы.
В 2000 году по сохранившимся чертежам и рисункам восстановлен и большой минарет. Он рухнул в 1841 году, и лишь фундамент почти 2 века ждал своей реставрации. Винтовая лестница из 140 ступеней вела муэдзина на самый верх, чтобы призывать верующих на молитву. А на стене минарета надпись, формула единобожия «Ля иляха илляллах, Мухаммадур Расулюллах». Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Олег Мыльников. О самом главном за сегодня в ближайшие полчаса. Его называли генералом промышленности и руководителем от Бога. Он был патриотом своего предприятия, патриотом республики, патриотом страны. Сегодня в Казани открылся барельеф Борису Тихомирову. Об этом Алия Хайрудинова. Новая жизнь полукамушек. Первые 2 объекта с торгов реализовано. Вы сейчас находитесь в отремонтированном доме. О новых перспективах исторического квартала в Зеленодольске Лина Изнатуллина. В движении жизнь. Изучите, пожалуйста, эти возможности сами. Не стесняйтесь этого. Какие условия в республике действуют для малых форм хозяйствования в этом году и почему в ряде районов ими перестают пользоваться? На зональном совещании в Буинске услышал Рамиль Шайдуллин. Как оказалось, детей оставили от них. Итог – несчастный случай. Я под впечатлением, вообще всю ночь не спала. Что говорят очевидцы, которые видели, как падал ребенок с 9-го этажа в одном из домов Альметьевска? Филюза Хамидуллина. Они внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне и продемонстрировали трудовой героизм нашего народа. Сегодня в Казани 14 заводов и фабрик республики получили звание предприятия трудовой доблести. Президент Рустам Минниханов лично вручил им дипломы в стенах Казанского порохового завода. Новое звание появилось в этом году по инициативе президента, и награда вручается впервые. Среди ее обладателей Казанский авиационный и вертолетный заводы, моторостроительное производственное объединение, пороховой, завод имени Серго, Зеленодольский завод имени Горького. В списке еще Казанский электротехнический завод, электроприбор, Вакууммаш и другие. Акционерному обществу производственное объединение завод имени Серго. В истории нашей страны были непростые периоды. Мы всегда достойно принимали вызовы, добивались поставленных целей. Так, в годы Великой Отечественной войны значительный вклад в победу страны внесли работники наших промышленных предприятий. На пороховом заводе прошло совещание по развитию татарстанской промышленности. Здесь говорили о федеральных и республиканской мерах поддержки. Эту работу президент призвал вести более адресно. Пока лишь 15 системообразующих предприятий республики из 40 подали заявки на льготные кредиты. 7 промпредприятий уже получили более 15 миллиардов рублей. Основная цель сегодня – обеспечить стабильную работу и развитие предприятий. Сейчас они работают в условиях беспрецедентного санкционного и экономического давления. Необходимо предприятиям активно использовать инструмент поддержки, отраслевым министерством, прорабатывать расширение перечня системообразующих предприятий. Все это в ручном режиме, ногами ходить, добиваться, доказывать и получать результат. Мы понимали, что вот эти финансовые скачки может стабилизировать только промышленность. Поэтому правительство нас поддержало. Стратегии получили на преодоление операционных разрывов короткие кредиты. Но те, кто на эти операционные кредиты рассчитывал именно как на короткое плечо, мне кажется, это правильная стратегия.
Сегодня в Казани открыли барельеф Бориса Тихомирова. В церемонии принял участие Рустам Минниханов. Памятную доску установили на фасаде здания ГИПРа НИИ «Авиапром» на улице Дементьева. Здесь ровно полвека и проработал Борис Иванович. Проектировщик авиационных сооружений самого молодого в городе Иннополиса и знаковых объектов Казанской универсиады ушел из жизни 2 года назад. Ему было 74. Его называли и называют генералом российской промышленности. Основатель и генеральный директор Казанского ГИПРа НИИ «Авиапрома» всегда придерживался правила «жить трудно, не значит тяжело». Сегодня у здания ГИПРа НИИ «Авиапрома» было особенно многолюдно. Почтить память Бориса Тихомирова пришли руководство республики, друзья, коллеги, ветераны промышленности. Институт, где он проработал 50 лет, теперь носит его имя, а на фасаде установили доску памяти. Это был уникальный человек. Его всегда отличала самоотверженность и самопожертвование ради дела, делится воспоминаниями президент Рустам Минниханов. Он был патриотом своего предприятия, патриотом республики, патриотом страны. Таких людей не так много. Это вот он был неким примером. Его дело живет. Я очень благодарен, что руководство института вышло с инициативой. Вот эта мемориальная доска, она будет всегда говорить о том, что этот человек всегда вместе с нами. Сегодня в церемонии приняло участие руководство Федерального министерства промышленности. Пока память существует о этой инженерной школе, будет существовать и гордость, будет существовать авиация, будет существовать российская промышленность. Поэтому глубочайшая благодарность и мощнейшая память, мощнейшее наследование, которое мы должны проносить через себя каждый день. На территории Татарстана, в Казани, невозможно было быть другим. Кто-то делает двигатели, кто-то строит самолеты, а Борис Тихомиров проектировал заводы, на которых создавали и двигатели, и самолеты. На Казгап он пришел в 70-м году, прошел путь от инженера до генерального директора. В числе крупных проектов реконструкция аэропорта Казань и Бегишева, возведение объектов Иннополиса, инфраструктуры особой экономической зоны Алабуга. Команда института проектировала важнейшие объекты универсиады в Казани и даже реконструировала стадион Лужники в Москве. И то, что сейчас институт – это самый мощный институт, на который мы в значительной степени опираемся и будем опираться дальше по реализации наших инвестиционных проектов, это в значительной степени заслуга этого замечательного человека. У четы Тихомировых не было детей. Всю свою любовь Борис Иванович отдавал детям сотрудников ГИПРа НИИ «Авиапрома». А еще помогал воспитанникам детских домов и интернатов. «Жить трудно не значит тяжело», говорил легендарный проектировщик. И даже писал стихи и сценарии к новогодним утренникам для детей и сотрудников института. Наши все дети гаповские, это были его все дети. Все дети. Его звали Дедуля Боря. Вот, и он им этим же добром и платил. Он был искренний в отношении к людям. Его внимательность к любому сотруднику. Он знал от и до, где, что и как. Бориса Тихомирова называли генералом промышленности. Среди многочисленных наград – звание «Заслуженный машиностроитель ТССР», почетный гражданин Казани, орден за заслуги перед республикой. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Следователи выясняют причины страшной трагедии в Альметьевске. Здесь из окна 9-го этажа выпала и погибла 1,5-годовалая девочка. На подоконнике оказались и 4- и 6-летняя сестра и брат. Если бы не прохожие, которые успели вызвать спасателей, жертв могло бы быть больше. Как позже выяснилось, родителей малышей в это время дома не было. Жители Татарстана шокированы этой историей. Сегодня появились и первые подробности. Почему не могли найти маму ребенка? Где сейчас находятся дети? И что именно проверяет прокуратура, выясняла Филюза Хамидуллина. Каусыря Мавлетбаева живет по соседству с той квартирой, где случилась трагедия. С 9-го этажа в одном из домов на улице Рената Галеева упала 1,5-годовалая девочка. Когда узнала, что произошло, говорит, не поверила. Семья, где погиб ребенок, переехала сюда в апреле. Они снимали 2-комнатную квартиру. Жалко, как даже слова не могу подбирать. Но иногда вот по лифте вижу уже, редко хожу, я уже неделю один раз выхожу. Лежащего на земле малыша увидели прохожие. Они и вызвали экстренные службы. Когда приехали спасатели,
спасателей, выяснилось, в квартире были еще 2 маленьких ребенка 4 и 6 лет. Они стояли у открытого окна. Дома взрослых не оказалось. С окна смотрели с балкона, как МЧС поднимался по лестнице и остальных детей. Нам постучала соседка с 9-го этажа. Спросила, у вас есть в доме дети? Мы не можем найти людей. Из ряда вон мне даже во сне приснилась внучка, 2,5 года у нас. Такой страшный сон, я даже хочу никому не рассказывать его. Я под впечатлением вообще всю ночь не спала. Здесь же много съемных. Здесь всех не запомните. Чуть позже родители вернулись домой. По словам правоохранителей, молодая семья месяц назад переехала из Узбекистана. На миграционном учете не состояла. В этот день оставили 3 детей без присмотра, хотя их мама считается безработной. Следователи не исключают, она могла подрабатывать неофициально. По следам трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На данный момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Накануне было принято решение об изъятии малышей из семьи. Сейчас они находятся в социальном приюте. Несовершеннолетние дети были помещены в Альметьевскую городскую больницу. Врачами больницы был проведен осмотр. На время следственных действий было принято решение детей поместить в социальный приют Аксубайского муниципального района. В настоящее время прокуратура города проводится проверка полноты действий всех органов профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки будет дана принципиальная мера прокурорского реагирования. Сейчас правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия и узнать, почему семья не встала на миграционный учет. Если бы они подали документы в установленном порядке, им бы предоставили места в детском саду. Если вина родителей будет доказана, им грозит лишение свободы до 2 лет. Илюза Хамидуллина, Рик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Новую жизнь кварталу Полукамушки в Зеленодольске дадут предприниматели. Сегодня о перспективах развития исторической территории рассказали журналистам. 2 из 18 домов уже нашли своих собственников. Здание по адресу Красный переулок, 16 на сегодня отреставрировано. На торги в июне выставят и другие объекты. Напомним, эти дома построены в конце 19 века и являются объектом культурного наследия местного значения. Долгое время исторический квартал был в заброшенном состоянии. Несколько раз горел, постепенно разрушался. Какой выход был найден, выясняла Лина Зинатуллина. Этот 14-й дом в Красном переулке в январе продан на открытом аукционе. Новый собственник Алексей Казарин планирует открыть здесь гостиницу. Проект показался ему интересным. Одна из задач – сохранить исторический облик здания. На сегодняшний день мы занимаемся уборкой территории. Со следующей недели планируем уже демонтажные работы производить. И как только получим разрешение на реконструкцию здания, приступим уже к производству работ. Преобразиться этот дом должен примерно к концу лета. И, судя по всему, сроки вполне реальные. Так вот, это здание по соседству другой предприниматель приобрел в ноябре. А уже сегодня в отреставрированном доме обсуждают дальнейшее развитие Полукамушек. Это не новодел. Это не что-то построенное только что, да, это исторический дом. Эти дома начали строить еще в 1897 году для инженеров французского сталелитейного завода. Полукамушками квартал стали называть из-за надстроенных уже при советской власти вторых бревенчатых этажей. О восстановлении территории заговорили в 2013-м. Квартал пережил череду пожаров. Первым прорывом стало обновление первой линии домов в рамках капремонта. Они остались жилыми и заселены в 2020-м. Остальные должны восстановить новые собственники. В середине июня 16 оставшихся домов выставят на аукцион под бизнес-проекты. Да, это бизнес, и мы выстраиваем концепции бизнесовые, но это люди особенные. Это люди, кому интересна история, которые вот с этим согласны, которые хотят развивать территорию именно так, как предусмотрены концепции. По концепции, утвержденной еще в 2016-м, здесь расположится городской ЗАГС, гостиница, кафе, баня, ремесленный центр. Заинтересованные предприниматели смогут выбрать для реализации один из этих объектов или предложить свой. Средняя рыночная цена дома около 1 000 000 рублей. У всех здесь уже домов есть все возможности, все инженерные сети есть. И каждый, кто возьмется аукциона дом, он сможет и газифицировать здесь, и все сети подведены, собственно говоря, всем обеспечить. Мы знаем, что сейчас от четверти до трети зеленодольцев ежедневно ездят в Казань для того, чтобы учиться, работать, в том числе и гулять, тратить деньги, посещать мероприятия. Хотелось бы, чтобы часть этого трафика, этих, денег могла оставаться здесь
чтобы людям не нужно было съездить в Казань для того, чтобы просто так провести время. Когда-то город, которому в этом году исполняется 90 лет, начинался с этого квартала. Полукамушки должны стать и сердцем нового Зеленодольска. Лина Знатульна, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольск. Несмотря на экономические сложности, республика продолжит поддержку фермеров и ЛПХ в прежнем объеме. Об этом сегодня заявил Фарид Мухаммедшин на первом в этом году совещании по вопросам повышения деловой активности. Он прошел в Буинском районе. Руководители КФХ, семейных ферм, потребкооперативов и главы 8 районов узнали о новых формах поддержки и программах для села. Какие районы ими пользуются активно, а какие попали в антирейтинг? Обо всем этом Рамиль Шайдулин. Буинский парк сахарного завода был благоустроен 2 года назад. Здесь появились удобные дорожки, скамейки, фонтан и зеленые зоны. А сегодня в рамках акции «Сад памяти», которая проходит во многих городах и селах, Фарид Мухаммедшин посадил каштаны в память о подвиге уроженцев района, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной. Каждый год. Чем же богаты буинские таланты, можно увидеть здесь же, на специальной выставке, которую организовали вот в этом большом зале. Здесь и самозанятые, которые занимаются вот таким интересным рукоделием, и фермеры, которые производят вкусную, а главное, здоровую пищу. Продукцию местных производителей Фарид Мухаммедшин оценил уже на выставке. Больше трети сельхозтоваров производят местные фермеры при помощи республики. Так, в прошлом году на гранты здесь построили 12 мини-ферм. Свои инкубатории есть, я там ввожу. Фермер Наиль Гельмуддинов выращивает лук и разводит цыплят. Овощи раскупают в ближайших районах и Ульяновской области, птицу в Буинске. Буинский район полностью у нас обеспечен цыплятами моим, можно сказать, что на 90% обеспечен моими цыплятами. В Татарстане почти 500 000 ЛПХ, 4000 фермерских хозяйств и более 300 сельхозкооперативов. Они производят более половины сельхозпродукции Татарстана. Несмотря на активную помощь республики, возможностями, как выяснилось, пользуются не все. Убедительная просьба главам городов и районов, которые присутствуют, вот 8 районов здесь, изучите, пожалуйста, эти возможности сами. Не стесняйтесь этого. И проведите вот такой же встречу со своим бизнесом, предпринимателями, главами поселений, для того, чтобы еще раз нацелить, предпринимателей и заинтересованных людей, чтобы они включились за борьбу, если так можно сказать, за получение этих средств, которые предусмотрены. Немалые. Одни районы эту дорожку протопали, нашли, а другие районы тихой сапой живут. Так Фарид Мухаммедшин раскритиковал районы, имеющие потенциал, но не проявляющие деловую активность. Реальные примеры приводит министр сельского хозяйства. Если Буинский район в прошлом году по республиканским программам построил 12 мини-ферм, Дрожановский 7, то Зеленодольский и Верхнеуслонский ни одной. Эта работа, она в этом районе, можно сказать, очень плохо ведется. По результатам она не ведется, коллеги. Министр заверил, прежние меры поддержки действуют. В этом году увеличились и суммы, также появились новые гранты и субсидии. Только в этом году на поддержку АПК направят 13 миллиардов рублей. Например, на строительство ферм на территории мини-молочных парков. Это позволит получать рекордные объемы молока, и цены на него не будут падать. Главам муниципальных районов нужно обеспечить повседневный контроль за закупочными ценами. Цена должна быть не ниже 30 рублей за литр молока. Продовольственная безопасность сегодня одна из главных тем в условиях санкций. Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства, подчеркнул Фарид Мухаммедшин. Благодаря усилиям наших сельхозтоваропроизводителей, а также налаженной системы ежедневного мониторинга, в достаточном объеме были созданы запасы. Обратили, наверное, внимание, первые месяцы вот этих условий, в которых сегодня живем, резко увеличился спрос. Начали люди про запас брать по 2, по 3 пачки. Сейчас некоторый спад и уверенность потребительского рынка появилась. Здесь же, в Буинске, Фарид Мухаммедшин побывал и в местной ЦРБ, где провели ремонт. Он пообщался с врачами, медперсоналом и пациентами. Какие жалобы есть? Нет жалоб. В прошлом году при помощи республики здесь закупили оборудование для лечения неврологии и реабилитации людей с болезнями опорно-двигательного аппарата. Рамиль Шайдулин, Владимир Ларионов, ТНВ, Буинский район. В Татарстане открылся новый этап торгов в производственно-логистическом комплексе Food Green в Зеленодольске. Он разместился на территориях бывшего мясоперерабатывающего комбината Далькама. Почему вложение в пищепром сейчас выгодная инвестиция, узнаем из следующего материала.
Этот комплекс разместился на площади почти 4 гектара. Здесь есть автономная система отопления, центральное водоснабжение, газовая подстанция, проведено электричество. Эти обустроенные площади продаются. В комплексе 12 производственных зданий, полностью готовых к эксплуатации. Поскольку имущество продается в рамках конкурсного производства, стоимость земельных и коммерческих площадей ниже почти на 50%, чем у аналогичных предложений в пределах Казанской агломерации. Участки можно использовать под многофункциональные задачи – пищевое производство и производство легкой промышленности, автосервис, склады и другое. Так, для пищепрома решен один из основных вопросов. Здесь уже готовое и вмонтированное в помещение холодильное и морозильное оборудование. Установлены камеры шоковой заморозки. Приобрести цеха и оборудование по ценам до кризисного 2019 года – выгодное вложение. Когда себестоимость строительства значительно вырастает, возведение с нуля такого объекта обойдется в разы дороже. Сегодня комплекс полностью функционирует, имеются арендаторы. Покупка имущества банкротов – один из самых безопасных способов приобрести интересный актив. Он максимально очищен перед продажей с юридической точки зрения. Проверенный банком и конкурсным управляющим. Будущим собственникам логистического комплекса Food Green, который разместился на территориях бывшего мясоперерабатывающего комбината Далькама, предлагается аналог технопарка. Его участники будут пользоваться услугами управляющей компании и всеми преференциями. В Казани продолжаются Дни чеченской культуры. Сегодня в Кремле открылась выставка Музея Чеченской Республики. Экспонаты впервые привезли в Татарстан. Больше 100 произведений живописи, одежды, ювелирных украшений, оружия, керамики. Предметов старины сохранилось мало, поэтому они имеют большую ценность, говорят искусствоведы. Вероника Гайнутдинова познакомилась с культурой чеченского народа. Гостей встречает детский симфонический оркестр Чеченской филармонии. Открывают выставку сегодня министры культуры двух республик – Айшат Кадырова и Ирада Аюпова. Они отмечают, у наших народов много общего в духовной культуре. Культура – это та среда, это та живительное благо, которое позволяет нашим народам иметь будущее. Идти вперед. Традиционные мужские и женские костюмы, ювелирные украшения, керамическая и медная посуда. На выставке больше 100 экспонатов. Чеченские войлочные ковры и станги с национальным орнаментом выполнены в технике цветной аппликации. Одни из самых ценных и важных для чеченцев – кинжалы. Эти 19-го, начала 20 века. Имена искусных мастеров даже выгравированы на клинках. У каждого мастера были свои особенности орнаментальные, которые он никому не рассказывал и передавал только, например, своему сыну. Кинжалы были очень богато украшены. Ценились как дорогой скакун или как хороший дом. И, естественно, это был символ статуса. С кувшином связана традиция знакомства и встречи у родника юноши и девушки. Хозяйка должна была натирать сосуд до блеска. Он вмещает 10-12 литров воды. Удивительно, как хрупкие, изящные чеченские девушки могли носить его на плече. Работы чеченских художников выполнены в разных жанрах и стилях, от академизма до авангарда. Развитие живописи в Чечне началось в советское время. На выставке представлены и современные авторы. Для чеченских художников излюбленным жанром является пейзаж, но здесь вот мы видим такую композицию, которая называется «Беседа». Второе название этой композиции «Мавлид» – это работа известного современного чеченского художника Саида Бецираева. В этом году в Чеченской Республике в феврале успешно прошла выставка с музея-заповедника «Коран. Притяжение гармонии». И эта выставка пользовалась очень большой популярностью у наших посетителей. И сегодня, продолжая дружбу, которая у нас сложилась с Татарстаном, мы впервые представляем нашу выставку. Проникнуться историей и культурой чеченского народа можно в Казанском Эрмитаже до 13 июня. Вероника Гайнутдинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. В Казани аншлагом завершилась премьера цирка гигантских фонтанов. Зрители погрузились в волшебный мир иллюзий, фокусов и слияния двух стихий – огня и воды.
Шоу воды, огня и света завораживает зрителей с первой секунды. Под куполом казанского цирка созвездие талантливых артистов самых разных жанров. Парящая гимнастка, акробаты на колесе смелости и те, что держат партнера зубами. Невероятные трюки жонглеров со шляпами и любящие овации животные. Уникальность этого шоу в том, что, во-первых, это авторская постановка многих номеров, и вы в первом отделении уже это заметили. И каждый артист, он находится в топе своего жанра. Сложный трюк – это у нас зубник, когда я держу партнершу в зубах, Катю, а она висит в одной пятке. И там нужно не шелохнуться, чтобы, не дай бог, не сбить. И ассистент у нас то же самое, он не должен нажать в этот момент кнопку ни вверх, ни вниз. Это труд, это каждый день репетиции, чтобы добиться этого. Одно легкое движение, и девушка повисла в воздухе. На арене настоящий маг и волшебник Анатолий Сокол. Огненными мечами он прокалывает бочку с 2 ассистентами внутри, заставляет бить гигантские фонтаны, словом, бросает вызов законам природы. Очень много экспериментировали и изобретали для этого проекта. Вот где мы стоим, у нас 50 тонн воды. Сверху у нас около 8 тонн оборудования. Купол цирка казанского не видел столько спецэффектов, сколько сейчас у нас здесь. В нашей программе есть то, что нет в других программах. И нашу программу стоит хоть один раз посмотреть. На арене Анатолий Сокол работает с сыном. Номер, где скованный цепями артист оказывается в воде, задерживает дыхание на 3 минуты и волшебным образом освобождается, репетировали годами. Год мы сначала изготавливали сам вот этот трюк из оргстекла, заказывали на заводе. И год сначала мы с отцом вместе репетировали, задерживали дыхание, специальные нас мастера обучали. Гастроли цирка гигантских фонтанов начались. Все волшебство вы можете увидеть и в ближайшие выходные. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. До встречи! Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Свежие овощи, классические приправы и сыр для жарки. В этом секрет идеального пикника. Серновский халымис для гриля и мангала. Вкусные майские. Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». Квартиры почти в рассрочку. Переплата на весь период всего 91 тысяча рублей за 30 лет. Акбарсдом. Дом там, где мы. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Чего ты хочешь? Знаний, научных открытий, самореализация. Тебя определяет каждое твое решение, твое упорство и желание быть первым. Кто ты? Дорогие друзья, процедура списания долгов введена специально, чтобы облегчить бремя должника. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Приглашаем на юбилейную международную выставку-форум «Газ, нефть, технологии». 250 компаний отрасли, ведущие эксперты, обширная деловая программа. Ждем в городе Уфа с 24 по 27 мая в ВДНХ «Экспо». Здравствуйте! Погода в республике продолжает оставаться неустойчивой, а все благодаря атмосферным фронтам, сменяющим друг друга. По данным сервиса Яндекс.Погода в пятницу, в Бугульме, Вавлах, Азнакаево показания термометров вновь понизятся – плюс 10. Погода будет неустойчивой, пройдут дожди. Не обойдется без осадков и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Атмосферное давление из-за влияния циклонов остается пониженным. Такая погода может негативно сказаться на вашем самочувствии,
пожалуйста, берегите себя. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши тепло, до плюс 14, но ветрено и местами с дождем. В Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность. В первой половине дня синоптики обещают дождь, а во второй прояснится, но ненадолго. В ближайшие дни снова ожидаются осадки. В Болгаре, в Држаном, Буинске облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, температура выше, чем в других районах, до плюс 16. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше сохраняется умеренно теплая погода, местами с дождем. В субботу также не обойдется без осадков, температура существенно не изменится. АО «БТИ РТ» проводит мега-розыгрыш подарков в честь своего 95-летия. Участниками розыгрыша становятся все клиенты, заказавшие услуги БТИ до 19 мая 2022 года. Когда болезни позвоночника атакуют, искажается работа мышц и осанка, ухудшается кровообращение, страдают внутренние органы, возможен даже паралич. Боль сообщает: пора начать лечение в «Доктор Ост». С помощью новейших технологий «Доктор Ост» создает условия, когда грыжа сама исчезает без следа. Уходит боль и скованность движений. «Доктор Ост» – лучшая клиника по лечению позвоночника. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост», лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани переменная облачность, в первой половине дня местами дождь. Ночью плюс 7, а днем воздух прогреется до плюс 14. Ветер западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 741 мм ртутного столба, а влажность воздуха 79%. В магнитном поле Земли спокойно. В ближайшие дни неустойчивая погода сохранится с температурным фоном на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы! Еще раз добрый вечер. Ток-шоу «Точка опора» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Обсуждаем сегодня IT-сферу в условиях санкций. Было интересно в первой части, было еще интереснее в перерыве. Увы, зрителям это не удалось посмотреть. Сейчас же мы продолжаем обсуждать меры поддержки, наверное, которые уже сегодня действуют и которые, возможно, еще необходимы. Возможно, не все необходимы сегодня, которые уже приняты. Давайте пока перечислю, что действительно меры поддержки беспрецедентны, как считают ряд экспертов, назовем так. Это не только налоговые льготы для компаний, но и персональные меры поддержки специалистов, да, отсрочка от армии, от службы в армии, льготная ипотека. Сегодня ипотека вступает в действие. Вот какие из мер поддержки уже востребованы вашими компаниями на данный момент? Какие еще необходимы, считаете, или необходимы ли? И что здесь вообще можно было вычеркнуть, например? Если бы можно было сказать, что это бесполезно. Я смотрю на Тимура, да? Или добавить. Смотрю на Тимура, давайте, если уж начали первым, давайте попробуем. Давайте так. Я бы, наверное, сюда вынес еще один интересный пункт, которого я здесь не вижу. Это та самая история с грантовой поддержкой, о которой говорил Альберт Валерьевич несколько ранее, да, перед перерывом. И, на мой взгляд, это самое интересное. И то, что недоработано, я буду буду продолжать стоять на своей позиции, недоработано им в том смысле, что те, кому это все реально адресовано это в первую очередь не IT-компаниям, а именно компаниям производственным, пользуются этим, на мой взгляд, слишком слабо. То есть они не умеют использовать этот инструмент. А это, повторюсь, то есть в моей картине мира это та самая точка приложения для IT, из которой, собственно, получается прибыль в IT и которая, собственно, двигает и развивает IT.
параллельно развивая тот самый реальный сектор, про который я все время говорю. Что касается уже указанных здесь мер поддержки, да, конечно, ICL пользуется всем тем, что есть. Единственное, я, наверное, не смогу прокомментировать пункт по отсрочке от армии, просто я в силу позиции и статуса не владею детально информацией по структуре кадрового состава нашего. Вот. Но все остальное, да, конечно, будем пользоваться. То есть глупо этим не пользоваться, если это есть. Но, повторюсь, очень хочется, кстати, в перерыве звучало такое словосочетание, повышение качества службы заказчика. Вот это хочется увидеть в первую очередь. Это то, чего, на мой взгляд, сейчас для IT как поддержки не хватает. Хорошо, интересно. Булат, какая ваша компания, какие использует уже меры поддержки? Насколько вот Тимур не смог по кадровому составу? Я так понимаю, ты владеешь дословно, да, состоянием своих кадров. У вас антикризисный штаб там был создан, как я понимаю, вы вообще мониторите ситуацию со специалистами? Я думаю, что все компании сейчас, особенно там в первые месяцы, в таком формате жили. Ну, во-первых, хочу сказать, что это не что-то новое, то есть я бы даже назвал более существенные меры поддержки были, когда, собственно, в Иннополисе приезжал Мишустин и принимали налоговую реформу там для компании, да, то есть вот на самом деле реформы начались задолго до, да, и они были очень хорошие, и мне казалось, ну, страна выбрала, в принципе, правильный вектор, то есть в России был нормальный налоговый режим, то есть в этом плане. Здесь что хочется прокомментировать, наверное, мне кажется, что эти меры поддержки, которые помогают экономить, но намного более существенный эффект бы оказали меры, которые помогают зарабатывать. То есть я вот и в интервью много говорил, я считаю, что сейчас не время мелочиться на эти реформы, надо максимально либертариански уже просто вводить режимы, там, криптовалюты разрешать, экспериментальные технологии, разрешать в России делать то, что в других странах запрещено делать. То есть, создать здесь супермотивы для того, чтобы сюда какой-то капитал хлынул. Например, огромное количество активов криптовалютных, которые не могут легально приземлиться в другие юрисдикции. Но пусть они сюда приземлятся, пусть выработают к ним какие-то требования и приземлять их сюда. Потом, вот как раз мы обсуждали в перерыве про экспортно ориентированные экономики Китая, там, Южной Кореи и прочее. То есть, мне кажется, что надо меры поддержки опять-таки с большим фокусом на экспорт настраивать. Допустим, если у компании там доля экспортной выручки больше 50%, обнулить вообще все налоги там. Вот просто вот как бы для тех компаний, которые имеют экспортный потенциал, как бы вот их еще больше поддерживать, чем те компании, которые на внутренний рынок работают. То есть я думаю, что нужно вот еще доработать эту систему, как бы помогая зарабатывать, а не помогая экономить. Все, передаю слово. Хорошо, а вот эти персонифицированные так называемые меры по поддержке, да, отсрочка от армии, льготная ипотека, вообще кто-то из ваших специалистов и, конечно, необходимо этим будут пользоваться, но я бы сказал, что в IT как вообще такая немножко есть установка, очень странное отношение к собственности. Очень многие люди, которые даже могут покупать, они не имеют, да? Ну, потому что, да, это какая-то такая логика. Ну, может быть, я сейчас через свою призму это немножко, да, рассматриваю, но это меры, которые экстренно помогают сохранять специалистов в стране, но это не те меры, которые стратегически позволят как бы эту отрасль, так сказать, поддержать и в долгосрочной перспективе обеспечить ей рост. Хорошо, Александр, вы так внимательно исключаете или добавляете? Как раз, наверное, продолжу то, что Булат говорил, да. Во-первых, вот эта льготная ипотека и там отсрочка от армии, она скорее такие даже вызывает у кого-то смех, у кого-то разноречивые, в общем, чувства. И льготная ипотека, на самом деле у нас много было льготных ипотек, все, кто хотели их взять, их взяли. Действительно, очень много есть вот эта вот особенность, в том числе айтишников, непривязанность к одному месту, да. Наверное, это скорее только к инвестициям может быть. Может быть, просто пытаются привязать? Вот вещь в том, что такой мерой, исходя из общения с теми людьми, кого я знаю, да, такой мерой сложно привязать человека. То есть, и плюс к тому 5% это все-таки не какая-то космическая ставка, да, это в любом случае программа, по ней тоже как надо там отдельно собирать документы. Кажется странным. Я бы сказал, опять же, у меня предпринимательский опыт до IT-парка, и вот обнуление налога на прибыль, да, это интересная история. Но это нужно говорить не про сотрудников, не про айтишников, это нужно говорить про компании. И я вот, наверное, что у нас получается? Налоговые проверки, мораторий, вот это может быть двояко воспринято, да, то есть это может быть поводом наоборот для того, что все на проверок не будет до 2024 года, значит, можно там все что угодно делать. Я бы тоже вот сказал, что такая
спорная Нет, где-то с фискальным история. правительством, с налоговыми там все нормально. А? С налоговыми там все нормально. Они будут, там все хорошо. Ну, Не на проверке не же. переживайте, это остается. Мгм. И вы не договорили про отсрочку от армии. Мне вот все интересно, вот реально действующая мера или нет? Слушайте, Ну какой возраст? Шутку про это, что многие боятся подавать себя в списки, потому что они считают, что они наоборот попадут в списки Минобороны. То есть это забавно работает. на самом деле, Кстати, средний возраст какой примерно в вашей компании хотя бы? То есть если понимать, там до 27 лет, да, по-моему? Мне кажется, как раз 26-27, наверное, средний. Ну пока никто не ходил. Не буду комментировать. Не буду комментировать. Ладно, Александр, хорошо. У нас есть все-таки такое время, когда мы начинаем верить во что-то. Булат правильно сказал, да, что тут, мне кажется, и не поверят первое время, а надо ли это будет там еще через полгода-год, непонятно. Поэтому я вот соглашусь, что нужно больше вливания именно в экономику, нужно больше возможностей для инвестирования в какие-то рисковые вещи. Я бы сказал, что как раз возможности для инвесторов, вот мы обсуждали опять же в перерыве, да, что сейчас меньше инструментов для инвестирования появляется у частного капитала, и наоборот в IT можно инвестировать, причем там небольшие деньги инвестиционными сделками, можно какие-то продукты продвигать. Вот эту отрасль, мне кажется, нужно поддержать. И еще я бы, наверное, здесь тезис бы сказал, то, что мы говорили про институт заказчика, да, то, что мы не умеем правильно ставить заказ, и я бы сказал, тут нужен институт продуктов, институт тех, кто правильно продукты может делать, и тех, кто правильно может транслировать потребность бизнеса на разработчиков. При этом они к айтишникам-то даже не относятся, эти люди, и их мы не поддерживаем. Вот я бы на вот эти две вещи обратил бы, наверное, еще внимание. Интересно, спасибо, Ренат. Что бы вы исключили, добавили? Я с коллегами, скажем, не полностью согласен. Во-первых, просто, наверное, многие забыли про призывной возраст. Вот есть у нас университет Иннополис, и там реально для выпускников это актуальная тема. То есть они уже со 2-3 курса, они все программисты, начинают работать в компаниях, у них обязанность по отработке 2 года, и все они постоянно, уже будучи студентами, работают. И для них это очень актуальная тема, потому что сразу после выпуска их могут забрать в армию. Соответственно, у нас все выпускники этой историей пользуются, и она в наших компаниях, так как они этих выпускников трудоустраивают, востребовано. Вот. Первое. Второе, значит, что касается льготной ипотеки. Я считаю, что тема хорошая, особенно с точки зрения удержания и привлечения из стран СНГ хороших специалистов, наших соседей. Потому что для многих вопрос жилья, он актуальный, 5% это очень хорошая ставка в нынешних условиях, да? Хотя банки снижают, но все равно надо в 2 раза ниже рынка, как минимум. Поэтому тема привязки жильем, она работает. Мы провели опрос тех, значит, кто не уехал, специалистов, и во многом один из ключевых факторов была привязанность к быту в Иннополисе. То есть дети привыкли к школе, к садику, значит, к атмосфере, у них там есть свое жилье, и они не хотят с этим расставаться. Это молодым легко, если там ты до 30, ты один, значит, хоп, поехал, улетел. А если ты с семьей, не так-то просто уехать в другую страну и все с нуля начать. Поэтому тема очень классная. У нас в Иннополисе строится огромное количество жилья, и все очень ждут, на самом деле, это льготные ипотеки. Сегодня как раз вступает в действие. Ренат, мы продолжим после рекламы. Не переключайтесь, продолжите свой ответ. Сакчы оешмалар төркеме заставы эшкә чакыра. Объектлар бөтен Татарстан буенча. Тотрыклы хезмәт хакы туклану яхшы социаль пакет. 5-100-946. Дорогие друзья, процедура списания долгов введена специально, чтобы облегчить бремя должника. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Памятники, транспорт, помощь в проведении похорон, ритуальные услуги от А до Я. Похоронный дом «Ладья», 225 96 66, круглосуточно. 21 мая в город Болгар. Приглашаем татарстанцев и гостей республики на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 1000-столетия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Начало в 11 часов. Древний город Булгар.
Перед вами памятник архитектуры времен Золотой Орды – Соборная мечеть. Она была построена из белого известняка с берегов Волги в XIII веке. Скатную крышу поддерживали 36 многогранных колонн. Одна из них сохранилась до наших дней. Соборная мечеть вмещала более 1000 молящихся. Но даже в наши дни здесь совершается коллективная молитва верующих. Мы продолжаем. Ренат, продолжите, пожалуйста, чтобы вы к графику сейчас нам режиссера выдаст как раз, чтобы вы еще добавили. Мы обсудили, что, значит, льготную ипотеку в Иннополисе ждут. Да, отсрочка от армии нужна. То есть у вас там и возраст другой, и семейных достаточно много. Что еще? Я бы добавил, значит, упрощение миграционного законодательства, чтобы проще сюда было переезжать специалистам из других стран, классно вы здесь обосновываться, и снижение страховых взносов, оно только для разработчиков ПО. Но много инновационных компаний, которые не просто ПО разрабатывают, но еще аппаратные комплексы производят. И, к сожалению, у них нет вот этого критерия, там 90% выручки должно быть от разработки программного обеспечения, они не подпадают. Но это тоже высококвалифицированные специалисты и крутые компании, которые тоже обладают прекрасным экспортным потенциалом. Вот надо расширить вот эту льготу по страховым взносам и на такие производственные компании тоже, аппаратно-производственные комплексы. Кстати, вот ACL был бы тоже прекрасным примером такой компании. У них есть и инновационные аппаратные решения, и разработка программного обеспечения. Сейчас что происходит? Они вынуждены дробить эти компании на разные юридические лица, что просто административно усложняет управление компанией. Альберт Валерьевич, что-то происходит? То есть вот мы можем помочь, да? То есть я про то, что это реально сегодня дорабатываются эти меры поддержки, или это окончательный список, пакет? Правительство Республики Татарстан во главе с нашим президентом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым всегда уделяло большое внимание IT-отрасли. У нас появился первый IT-парк, у нас появился город Иннополис, и в прошлом году у нас уже для IT-компаний, для своих, для удержания, для привлечения новых компаний из других регионов уже были налоговые послабления для резидентов IT-парка. И эти меры поддержки, они тоже появились не просто так, проводились много опросов компаний с реальных уже регионов, в том числе от нас. И эти все инициативы были собраны уже на уровне правительства Российской Федерации, и эти меры поддержки были внедрены сейчас. И в Татарстане уже порядка 3000 компаний находится в отрасли IT, и уже около 800 компаний аккредитовалось для получения возможности пользования этими мерами поддержки. Все, хорошо, спасибо, Булат. Вот еще хочу процитировать, тоже в одном из твоих интервью. Чтобы отечественной IT был шанс выжить и перестроиться на новые рынки стран БРИКС, нужно не просто выделить деньги, но реконструировать правовые нормы. Вот мы сейчас, похоже, к вот этим, да, пониманию, что нет правовой оценки реальной компании, как мы сейчас говорим, а все вынуждены дробиться и так далее, и так далее. Что происходит сегодня с правовой точки зрения? То есть вообще есть такая IT-сфера, на что она делится, какие компании попадают в меры поддержки, какие вот нет, мы сейчас выясняем. Что нужно менять в правовом поле? Это тоже мера поддержки, мы же также понимаем, мы же должны дать образ тому человеку, который здесь, помогает. наверное, конкретно этого комментария, который ты процитировала, я имел в виду в том, что, допустим, в России довольно примитивные юридические формы сейчас существуют. Например, в Америке вот есть формат там SAFE или Convertible Note. То есть SAFE помогает
как бы защищающий и инвестора, и компанию договор, там, условно, одностраничный, там, подписать там вот в кофейне, это же не шутка про то, что там Starbucks инвестиции получают, потому что сама юридическая форма компании инвестиционная сделка структурирована так, что она всех защищает, она безопасная, вот, а у нас там, в общем, это довольно тяжеловесный процесс, там, доли в ООО, там, должны приехать к нотариусу, то есть вот это все, как бы, оно, как сказать, просто нужно создать большее количество удобных и безопасных форм. Но безопасное в правовом смысле это, конечно, тяжелый вопрос, потому что есть недоверие базово к судам российским. Поэтому как бы все сделки, в принципе, структурируются не в российском праве, компании создаются в других странах, потому что инвесторы не доверяют российской судебной системе в этом плане. Но это как бы оставим за скобками. То есть, в принципе, можно просто сделать более удобный процесс там, в рамках там, существующих правовых норм. Вот. Что касается мер поддержки там, в правовом срезе, вот уже Ренат, в принципе, проговорил хорошую идею про то, что требование 80%, по-моему, там 80 было? 90, да, 90% выручки с разработки ПО. А что делать компаниям типа Авито? Что делать агрегаторам? Они тоже IT-компании, у них работают там сотни, тысячи сотрудников, они создают классные технологии, то есть, или там Uber, да, например. Это тоже IT-компания, ну, окей, Uber не российская, но так или иначе. То есть я хочу сказать, что IT это, получается, что мера поддержки только для тех, кто разрабатывает ПО, там, для аутсорсинговых компаний, для каких-то интеграторов, получается. Но огромная часть продуктового IT-сегмента это не компании, которые имеют 80% выручки от разработки. И их тоже надо поддерживать. Они очень значительный вклад вносят в эту сферу. То есть вот это ограничение вообще надо убирать. То есть тогда, в принципе, да, кто-то, какое-то количество там, мошенников или просто непорядочных предпринимателей воспользуются этой лазейкой, чтобы получить льготы. Ну и что, скорее всего, их процент будет не такой большой, соизмеримый с той пользой, которой смогут воспользоваться другие компании. Тимур, тут как раз говорили о вашей компании в этой ситуации. Действительно, что необходимо в правовом поле, насколько было комфортнее и удобнее работать, что нужно? Я бы сначала хотел чуть-чуть развить эту мысль Булата. Просто так-то можно очень много на что смотреть. То есть, например, возьмем банк. Вот если там сидит 3-3,5 тысячи разработчиков, которые каждый день выпускают по десятку другому релизов. Вот это IT-компания или не IT-компания? А он вообще банк или он уже финтех? А как к нему относиться? Это вопрос интересный, дискуссионный. То есть мне сложно вот так сходу согласиться, но точно в эту сторону надо смотреть, точно в эту сторону надо развивать, скажем так, правовое поле. С точки зрения того, чего не хватает, я вначале позиционировал в очередной раз, что хотелось бы добавить. По ходу обсуждения действительно очень интересный вопрос возникает именно вокруг кадров. Мы все говорим о том, что кадров не хватает, все говорим о том, что нам надо срочно где-то что-то брать, одновременно с этим нет сейчас в стране института, который бы позволял, скажем так, учиться и работать одновременно. Эксперименты есть, тот же самый университет Иннополис, да, с параллельным устраиванием людей, а системно такой работы не наблюдается. И вот в эту сторону, я понимаю, что это во многом в том числе должен быть встречный шаг и вот самих IT-компаний. То есть, собственно говоря, если мы заказчики, то кому как не нам в первую очередь работать в эту сторону. Я имею в виду проявлять активность и инвестировать. Другое дело, что очень хотелось бы, чтобы со стороны образовательной системы на нас смотрели не в ГОСы, безумно неповоротливые, а смотрели бы точно такие же предприимчивые процессы и олицетворяющие их люди, которые готовы на ходу меняться, которые готовы на ходу подстраиваться под изменяющуюся окружающую действительность и которые готовы, опять же, вместе с нами, как с заказчиками, вместе с нами, как с партнерами, активно развивать свои процессы, свою образовательную систему. Хорошо, спасибо. Смотрите, еще такой вот вопрос. Мы сейчас как раз и говорим, что если поддержка вот этих компаний, то это уже решение вопросов импортозамещения, да, о чем мы говорим, если получают основные меры поддержки компании-разработчики ПО. Вот все-таки с вопросом импортозамещения сегодня какие проблемы, ключевые мы можем выделить? Проблемы же есть? Конечно. Конечно. Какие ключевые проблемы мы бы выделили в этой ситуации сегодня? И, и как их решить, я не знаю, что нужно для этого сделать?
Если позволите. Вот здесь у меня позиция тоже довольно жесткая. Стандарты. У нас в стране очень мало стандартов в сфере IT. Стандарт — это, грубо, то, что позволяет масштабироваться. Чем меньше стандартов, тем сложнее всегда история какого-то массового развития. Например, возьмем программное обеспечение, и одну из ключевых болячек, которая сейчас над всеми дамокловым мечом висит, непонятно, что дальше будет. По сути, есть де-факто один массовый пользовательский стандарт на операционные системы Microsoft. Вот они сделали, вот сейчас подмяли под себя, сколько там, 80% мира, я не помню просто. Прекрасно. Вот завтра они уходят. Что делать? Да, в России есть несколько созданных операционных систем наших, но являются ли они стандартом? А являются ли стандартом, можно ответить именно исходя из той точки зрения, сколько программного обеспечения поверх такого базиса, фундамента под названием операционной системы существует. Крайне мало. И в этом смысле очень хочется развивать эту историю. Это вот то, чего... Я сейчас не буду уходить в сторону, а вот у нас инфраструктурный слой, а вот Советский Союз еще в то время не пошел в тонкую химию, у нас нет своих микропроцессоров и так далее и тому подобное. Об этом все говорят. Все говорят, да, это и понятная история. И все задаются вопросом, да, Microsoft уходит, что делать дальше? И это не только Microsoft, это условно. То есть нужно, с одной стороны, аккуратно, но с другой стороны, планомерно стандартизировать именно IT-сферу и деятельность, которая внутри этой сферы формируется, крутится, развивается. Хорошо. Александр, а как вы думаете, какие проблемы с вопросом импортозамещения самые главные на данный момент? Главное, может быть, я тут не назову, все-таки я сейчас не внутри разработки, но я опять же вижу, да, и то, что коллеги говорили про стандарты, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что здесь вопрос же не того, что Microsoft он под какие-то стандарты делался, да, наоборот, он стал стандартом этим. И здесь, опять же, находясь внутри страны, находясь вот в закрытом своем сообществе, да, будет очень сложно вот без экспорта, о котором Булат говорил, какие-то стандарты внутренние делать. Хотя, наверное, у Китая подобная система, она реализована. Там сработало, да. Там сработало. Но у нас сейчас вынужденно нам придется к этому пойти. И в этом случае как раз нужно будет лояльно смотреть на то, что внутренние стандарты есть, и под них будет как раз пилиться местное программное обеспечение, которое только здесь и будет работать. И, наверное, действительно стоит более жестко переходить как раз на отечественное, даже если оно неудобно. Я сам понимаю. Это болезненно, да? Для меня это боль будет, да, переходить на ПО, которое несовершенно. Но что делать? Какое-то время придется, видимо, терпеть. Влад, есть что добавить? Согласен, наверное, во-первых, с коллегами в этом плане. И у нас, кстати, есть такой пример с 1С, мне кажется, потрясающий, который тоже появился и стал стандартом. Вот, и тоже болезненно было, да? Ну, кто-то бы пошутил, что до сих пор болезненно, но нет, это, наверное, это хорошая IT-компания, очень важная для России, поэтому не обижайте 1С. Я думаю, что самое болезненное будет, что это взаимодействие с партнерами, потому что объективно быстро мы технологии не заменим. То есть Cisco или SAP — это не просто так мировые лидеры. Это нельзя просто вот так вот взять и скопировать эти вещи там за год или за сколько-то заменить. То есть это десятки лет, тысяч очень талантливых людей, которые делают эти продукты. То есть и ты не сможешь быстро сделать то же самое. Поэтому придется пиратить. Придется как-то обходить законный способ использовать этот ПО, использовать этот ПО какое-то время, пока ты не создашь конкурентоспособный аналог. А вот как потом, я надеюсь, когда-нибудь, время, когда мы снова начнем налаживать с ними отношения, смотреть друг другу в глаза, мне кажется, это тяжелый вопрос. Хорошо. В завершении программы буквально 3 минуты осталось. Подводим итоги зрительского голосования. Они считают, 67% говорят, что это будущее страны, поддерживайте. 19% говорят, нужно поддерживать всех одинаково. И 12% считают, что все равно уедут. То есть немножко здесь другой вариант опроса и результатов. Буквально по одному предложению. Итак, что нас впереди ждет? Технологическое отставание или прорыв? Прорыв. Ничего себе, коротко. Прорыв. Хорошо, можно чуть длиннее. Булат. Я думаю, и то, и то. То есть просто в каких-то сферах это будет прорыв, в каких-то сферах это будет отставание. Как бы это... Нет, это вопрос, ты его ставишь бинарно, но на него нет бинарного ответа.
Можно по прорыв, и порядку? отставание. Да, Альберт Валерьевич. В любом случае, это большой позитивный сдвиг для IT-отрасли. IT-отрасли представились новые возможности показать себя, закрыть те ниши, которые занимали раньше зарубежные продукты. И сейчас это все уже находится в работе. Созданы комфортные условия для IT-отрасли, созданы условия для предприятий для внедрения отечественных продуктов. И сейчас, я думаю, для IT-компаний это отличные условия для развития. Спасибо, Александр. Вот Завершение, бинарный да, очень спич вопрос. на минуту. Либо прорыв, либо падение, да? А тут не может быть одно без другого. Вот сейчас нам вынужденно придется провалиться. Нам вынужденно придется пользоваться программным обеспечением, которое хуже, чем то, которым мы пользовались до этого. Нам вынужденно придется в ускоренных темпах реализовывать то, что делалось в других странах годами. Нам вынужденно придется с этим мириться. И здесь вопрос в том, что нужно вот этот путь его пройти. Он тяжелый, он сложный. В него в процессе захочется сказать, что нет, надо все бросить, надо этим не заниматься, но только так можно к прорыву пройти. Поэтому и то, и другое просто этапно. Ну, нет, но прежде чем прорыв, вот этот путь, какой отрезок времени он может занять? Давайте так вот посчитаем условно. Слушай, у нас нету большого количества времени. Я не верю, там, по-моему, Ренат говорил, там 5 лет. 25-й год, Владимир Владимирович сказал, что надо жить. 5-7 лет, да, обозначаем? Ну вот, наверное, 5 все-таки это очень оптимистично, будет здорово, но надо говорить о том, что это может занять там и 8-9 лет. Минимальный шаг развития – это 5 лет. Минимально. Это минимально, да. Но потом же прорыв. Давайте на позитивной ноте завершим программу. Благодарю всех экспертов. Я надеюсь, что прорыв все-таки будет, пусть и через 5 лет. Спасибо всем экспертам еще раз. Было с вами интересно. Всего доброго. До свидания.